Коронавирус, жизнь без наркотиков, искусство, уникальные люди, живущие в глубинке, открытия, подвиги и не только. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают областные, республиканские, городские, районные, печатные СМИ. В Ингушетии сегодня пишут 6 муниципальных и 2 республиканские газеты. Это «Ингушетия» и газета «Сердало». Влюбленные в свою профессию, они не теряют интерес в мире высоких технологий печатать газетные колонки. Ведь у каждого издания свой читатель, который любит и ждет очередной статьи. Если у телевидения свои методы привлечения зрителя в виде яркой картинки, мощного звука и точных кадров, для печатных СМИ важен говорящий заголовок. Именно он увеличивает зрительскую аудиторию, а грамотный и интересный текст позволяет удержать читателей. Общественно-политическая газета «Ингушетия» выходит в 2 форматах – на информационных носителях и в бумажном виде. Мы уже не традиционные печатные издания в том понимании, которое было 20-30 лет назад. Почему? Потому что сегодня есть современные технологии, есть интернет, есть социальные сети. Соответственно, мы это все учитываем, работаем. У нас есть, собственно, интернет-газета, есть печатная версия газеты «Ингушетия». Традиционно мы ее сохранили. Единственное, мы сменили формат, дизайн, подстроились под современные чаяния и пожелания наших читателей. Выпускаем газету раз в неделю объемом не менее 24 полос. Газета пишет на самую разнообразную тематику – спорт, культура, образование, здравоохранение и не только. Хусейн Плиев в Ингушетии работает 8 лет. Пишет об общественно-политической жизни республики. Работа с информационной лентой здесь самая основная. Пополняют ресурс важной информацией ежедневно. В основном я пишу на общественно-политические темы. Например, те же события осени 1992 года, последняя статья, которая была, размышление о том, что продолжается до сих пор поиск без вести пропавших, вот эта тема. Потом, естественно, были резонансные темы другие, которые касаются общественной жизни нашей республики. Естественно, газета должна откликаться на такие события, давать свою оценку. Вот такие события в основном. В отделе редакции газеты «Ингушетия» сегодня немноголюдно. Одни корреспонденты пишут на месте, другие работают удаленно. Присылают из городов республики статьи через электронную почту. Здесь главное всю работу выполнить оперативно. Много времени занимает интернет-газета «Ингушетия», над которой работает целая команда. У нас есть операторы, которые работают на сайте, и обновляется именно электронная газета «Ингушетия». Непосредственно есть... На сайт выставляются материалы оперативно. Потом уже в течение недели мы подбираем материалы лучшие и верстается газета. И вот в среду мы уже выпускаем газету на четверг, и газета выходит уже, у нас еженедельник 24 полосы. Набирается она таким путем. Любители читать книги всегда будут читать газеты, уверены сотрудники печатных СМИ. Общенациональная газета «Сердало» почти 100 лет работает для своего читателя. Пишут здесь на 2 языках – на ингушском и русском. Не был сорван выпуск номера газеты «Сердало». В новейшей истории этого не было никогда. При всех обстоятельствах газета выходила, даже если не было технической или материальной базы. Журналисты всегда находили это. Это как бы такой своего рода принцип. Сейчас и в настоящее время мы, естественно, занимаемся тем же, чем занимается республика. Это освещение экономических вопросов, социального блока, политики. Естественно, просвещение – это постоянная наша тема. Исторические факты должны стать достоянием общества. Именно поэтому много времени журналисты проводят, восстанавливая архивные материалы. Нравственное воспитание личности. Очень большой упор делался все время на сохранение исторических материалов. Раскрытие, у нас даже рубрика такая всегда была очень давно, на «Открытый архив». Мы все время стараемся найти информацию, публикации, которые ранее неизвестны ингушскому читателю, не говоря уже о российском. Работники печатных СМИ принимают поздравления с профессиональным праздником. Желают друг другу самого главного в этой нелегкой профессии. В этот день я хотел бы поздравить всех своих коллег, всех, кто работает или когда-либо работал, ветеранов печатных средств массовой информации. Поздравить с профессиональным праздником, с Днем российской печати. Хочу пожелать им всем здоровья, семейного благополучия
Ну и тем, кто сегодня активно работает в нашей сфере, конечно, благодарного читателя. Я бы пожелал вот первым делом своим коллегам всех возрастов, чтобы у них было здоровье. Потому что если у них есть здоровье, то они смогут реализовать все свои планы, удачи, все свои начинания. День российской печати – это еще один повод сказать спасибо людям, которые, не жалея силы и времени, работают, чтобы каждый житель нашей страны получил качественную информацию первыми. Лидия Сычева, Магомед Белакиев, Новости 24.